Итак, прошу прощения, у вас есть какие-то вопросы ко мне? Все понятно. А притчи в интернете есть? Притчи есть в интернете, есть, можете вести Библия онлайн, то есть, и более того, я сегодня вам раздам вот те листочки, которые также будут видны на экране. Здесь представлены притчи, которые есть в Новом Завете, притчи Иисуса Христа, по которым у вас будет домашнее задание. И, так сказать, пробное задание мы с вами выполним после этой лекции сегодня. Поработаем в группах, так сказать. Итак, давайте продолжим. Следующий эпизод очень значимый, очень интересный. Ответ богатому юноше. Это есть в 3 Евангелиях. Я буду цитировать Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 26 стихи. Еще раз. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 по 26 стихи. И вот некто подходит к Иисусу и говорит: «Учитель благой, что мне делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он сказал: «Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав это, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И Иисус говорит ученикам: «Истинно говорю вам, трудно войти богатому в Царство Небесное». Вот такая вот история. Опять же, история не для 4 класса, история для класса 8-9. То есть проблема понимается достаточно сложная. Вот юноша, молодой человек, богатый, так сказать, молодой бизнесмен, который при этом ведет благочестивую жизнь. Потому что Иисус перечисляет заповеди Моисеевы, те самые, некоторые из 10 заповедей перечисляет. Говорит: «А я все это делаю с юности». Говорит: «Хочешь быть совершенным, продай все, что имеешь, приходи и следуй за мной». И вот тут юноша опечалился. Вопрос, который можно было задать старшим школьникам, допустим, если вы проводили какие-то, скажем, если какой-то нравственный проект в школе, со старшими школьниками или средними, возможно, даже школьниками, разве плохо быть богатым? Или богатство непременно ведет к испорченности? Непременно. Не всех, Вот вопрос не всех. То есть юноша его точно, да? Хотя он был хороший юноша, он все исполнял. Но тем не менее он задумался о том, раздать ли все. Он не задумался, ему сказали, и он опечалился, потому что не хотел терять, шибко много было терять. Итак. Потому что если он своим трудом достиг этого, то, конечно, ему будет жалко. Либо трудом, либо что-то еще наследство получил какое-то. Тем не менее, он отошел с печалью. Ну кто захочет? Ну как сказать, если будете читать книгу Деяний, там, например, был апостол Варнава, который все свое имение продал, отдал апостолу и сам пошел проповедовать Евангелие. Были такие люди. И сказано, многие продавали имение. А вот этот юноша что сделал? А вот этот юноша, кстати, простите, я предание насчет юноши не знаю, сделал он или не сделал. Или, может, сделал, или опечалился и ходил печальный всю жизнь. Два вопроса. Можно и хорошо или нехорошо быть богатым? Ну хорошо. Хорошо. Помогать. Помогать. Да. Вообще в Библии очень много уроков по этому поводу. В Евангелиях много уроков. Например, есть другой случай, когда Иисус рассказывает, кстати, притчу, одну из притч, которую вы будете читать. Великолепнейшая притча. Когда жил один богатый человек, и вот ему случилось чудо. У него поля принесли много урожая.
поля принесли много урожая, и вот, он сказал, вот здорово, теперь я построю большие хранилища, все засыплю и буду несколько лет отдыхать. Радоваться буду жизни, наконец-то. И к нему приходит ангел и говорит, безумный, в эту ночь ты умрешь. И Иисус потом комментирует, так будет со всяким, кто для себя богатеет, а не у Бога. Вообще основной посыл Евангелия в том, что богатство дается не для человека, а для общества. И тот, кто имеет много, имеет огромную ответственность. Кто имеет мало, имеет маленькую ответственность. Вообще принцип Древней Церкви был такой, что те, у кого было много, не имели лишнего, а те, у кого было мало, не нуждались. Богатство не для того, чтобы наслаждаться жизнью, а чтобы иметь возможность помогать. Проблема этого юноши в том, если трактовать это место, в том, что это богатство занимало в его жизни много места. Слишком много он о нем думал. Оно стало для него своеобразным идолом. Он богател не в Бога, а для себя. Но что-то вот какой-то червячок у него был, потому он к учителю благому подошел, спросил. Иисус, видя его сердце, сказал ему, вот именно тебе нужно как раз это все раздать. Значит ли это нужно, что всем нужно все продать и идти следовать? То есть богатство само по себе не проблема, учит Евангелие. Проблема в том, если богатство ради богатства. Богатство для того, чтобы помогать. Ключевой принцип Евангелия всегда – это любовь. Вера, действующая любовью. И для этого юноши это богатство было бременем. Потому ему Иисус так говорит. Так, ну вот это как раз, опять же, относительно толкования, сразу забегая вперед, что толкований на Евангелие существует множество. Можно просто даже ввести в поисковую строку Новый Завет с толкованиями. Есть толкование профессора Лебедева, есть толкования Барки известные. Их можно читать, и как раз чтобы познакомиться и с культурным контекстом, религиозным контекстом. Итак, богатым юношам ясно, идем дальше. Вход в Иерусалим. Вот подходит к концу трехлетнее служение Иисуса Христа. Подходит к концу. Он приходит в Иерусалим. И сказано, что он послал двух учеников, и те привели молодого осла. И там было пророчество о том, что царь въедет на осле. Осел чем отличается от коня или верблюда, которые там были? Это мирное животное. Военачальники вот на ослах не ездят. Пророки ездят на ослах, потому что это мирное животное. Он въезжает не на коне, он въезжает на осле. И вот сказано, что когда он въезжал, то люди постилали свои одежды на дороге, резали ветви с деревьев, постилали их на дороге. То есть такой ковер почетный. Дороги были пыльные, а он въезжал без пыли, потому что дороги были устланы листвой и одеждами. Это были царские почести, которые оказали Христу. Вообще также это описано в Евангелии от Матфея 11 глава, Евангелии от Луки 19 глава. Сказано, что фарисеи подошли и сказали: учитель, запрети своим ученикам. Ну как же, ты просто учитель, ты почему тебя как царя приветствует-то? Может, люди-то не образованные, но ты-то понимаешь? На что Иисус им отвечает: если народ замолчит, то камни возопьют. Потому что многократно Иисус указывал в Евангелиях на свою божественную сущность, что Он и Отец одно. Особенно много это в Евангелии от Иоанна. Потому христианская церковь учит о том, что Иисус был не просто нравственный учитель, не просто был лучший из людей, это был Бога-человек. Полностью, абсолютно Бог и абсолютно человек, воплотившийся как Бог. И поэтому
Поэтому он такое поклонение, такие почести царские принимал. Следующее событие, это он пришел в храм. Прошу прощения. Вот мой текст. Он пришел в храм. Еще один прецедентный, так сказать, текст, это и прецедентный образ. 2 лепты. Слышали, да, наверное? Внести свои 2 лепты. Это как раз евангельский эпизод, когда Иисус, будучи в храме, увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу, а также увидел бедную вдову, положив туда 2 лепты. 2 лепты, 2 мелкие монеты. Он сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила. Ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Подскажите мне, какой нравственный урок можно на этом примере показать? Люди клали туда золотые монеты, кубки золотые, в храмовую сокровищницу, и приходит бедная женщина, 2 мелкие монеты. Но это было все, что она имела. Какой урок можно здесь преподать? Пожалуйста, докторе. В зависимости от больше ты положил, меньше. От всей души она свою положила. Что важно, если давать Богу, то давать от всей души. Да. Хороший урок еще что? Все, что она имела. Последнее. Богу важно, чтобы мы последнее отдали. Ну да, наверное. Какой-то момент. В какой-то момент, да. Но Бог, Он Отец. Мы, как сами, то есть многие из нас имеют детей, да, вы, наверное, не хотели бы, чтобы ваши дети вам все последнее отдали. Все, что имели. Но как раз именно мерилом того, сколько человек дает, означает, сколько у него есть. В этом отношении мне вспоминается Клайв Льюис, я думаю, знакомое вам имя, и как автора «Хроник Нарнии», в первую очередь. Кто читал «Хроники Нарнии»? Смотрел «Хроники Нарнии». Смотрели. Великолепная детская литература тоже, он был христианским писателем, философом, и они как раз содержат очень много назидательных образов. И в частности, в одном из своих философских трактатов Клайв Льюис пишет, что храбрость измеряется не в том, что человек сделал, а сколько он преодолел. И что одинаково храбрыми могут быть те, кто там, не знаю, бросился в огонь и спас там людей, и человек, который подошел, человек, который боялся собак всю жизнь, но подошел и погладил собаку. Как эта вдовица? Она отдала все, что имела. Очень хорошая иллюстрация, думаю, может быть, для ваших уроков. И если вы будете вести основу православной культуры и даже где-то на основах светской этики, здесь можно вот этот пример вести, сколько человек изменяется в том, сколько человек имеет. Дальше. Кстати, тут еще можно заметить, что вот тут есть на иллюстрации есть фарисеи. Одна из ошибок фарисеев была в том, что они были сребролюбивы. И традиция сложилась так, что богатство считалось признаком благословения. Иисус этот стереотип многократно рушит, что богатство бывает и препятствием человека к Царству Небесному. Например, в примере с юношей богатым. Также здесь бедность не является препятствием для того, чтобы служить Богу. Следующий эпизод – это Тайная вечеря, тоже знакомый, наверное, вам образ. И тут есть следующие, кстати, иллюстрации. Во-первых, это Евангелие от Иоанна, 13 глава. Тайная вечеря – это последний раз, когда они собираются за одним столом. Ну, тут показан у них стол, вообще, конечно, они по традиции должны были возлежать. А не то, что у них там накрытый стол, они на лавочках сидят. Должны были возлежать. Это была еврейская традиция. Но факт тот, что это их последняя трапеза совместная. И там были хлеб и вино. Так вот, перед этой трапезой Иисус сделал очень необычную вещь. Он снял с себя верхнюю одежду, взяв полотенце, влив воду в умывальницу и начал мыть ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан.
Подходит к Симону Петру, и Петр говорит: Господи, тебе ли умывать ноги мои? Иисус ему сказал: то, что я делаю, ты теперь не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит: не умоешь ног моих вовек. Иисус говорит: если не умою тебя, не имеешь части со мной. Интересный момент. Для чего он мыл ноги? Что? Передал свое, не совсем так. Тут я не думаю, что был какой-то здесь мистический компонент, хотя я не все знаю. Но здесь вообще кто умывал ноги? Умывали ноги слуги. Еще раз, это сухой регион, они ходили в сандалиях, было жарко. Пыль на ногах — это неприятно, все это знают, да? Но тоже Бурятия не самый влажный регион. И он поступил как слуга. В частности, в Евангелии есть такой случай, когда он пришел в гости к фарисею, к одному, звали его Симон. И там был тоже достаточно известный эпизод, но вот сюда мы его не включили, чтобы за лимитом времени, когда вошла грешница, и в присутствии Иисуса начала плакать. Начала плакать и своими слезами и волосами отирать ему ноги. То есть она тоже выступила в роли как служанка себя показала. И тот фарисей сказал: говорит, если бы он знал, если бы был пророк, то знал бы, кто к нему прикасается. Тот обернулся и сказал: я знаю, кто она. Но я пришел к тебе в гости. Ты не дал мне умыться, а она своими слезами и своими волосами омыла мои ноги. Ты не поприветствовал меня целование, традиционное приветствие для евреев, она целует ноги мои. И простятся ей грехи многие за то, что она возлюбила много. Вот такой тоже иллюстрация. То есть вот эта вот традиционная культурная роль, что ноги умывали слуги. И это была одновременно такая форма, не знаю, то есть форма заботы и гостеприимства. Так вот, и здесь в этой роли выступает сам учитель. Обычно кто главный, учитель или ученики? Конечно же учитель, он же главный, он же учится, он передает знания. И вот здесь он выступает как слуга, он преподает им главный урок, что тот, кто из вас умолится и будет меньше всех, будет главным. Главный тот, кто умеет любить больше всех. Итак, он умыл ноги им всем, дав пример, что апостолы и вообще христиане должны служить другим. Любовь – это когда ты помогаешь другим. Любовь – это когда ты не думаешь о своем положении. Он не побоялся этого какой-то унизительной роли, как слуга выступить. Он дал им пример. Так, это Евангелие от Матфея было, теперь 13 глава. Дальше Евангелие от Евангелие от Иоанна, 13 глава. Сейчас Евангелие от Матфея, 26 глава. Итак, он возлег с учениками, они ели, и истинно сказал вам: один из вас предаст меня. Они весьма опечалились, начали говорить: не я ли, Господи? Он сказал: опустивши свою руку в блюдо, предаст меня. Я прошу прощения, давайте паузу сделайте. Один из учеников, Иуда Искариот, решил его предать. Причин существует, точнее, объяснений, почему он на это пошел, существует несколько. Вот, и здесь как раз показан вот этот обряд, который есть в православной церкви и в католической, и в протестантских церквях он есть. Это причастие. Когда они пили чашу вина и ели хлеб преломляемый. Он сказал: кто-нибудь пить из той чаши, пьющий из этой чаши, пьет кровь мою. Сейчас дословно скажу. Взяв хлеб, благословил, преломил, раздавая учеников, сказал: примите и едите, это есть мое тело. И взяв чашу, благодарив, подал, сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемых на оставление грехов. Вот. Это последняя вечеря. Следующее событие, это, мы с вами рассмотрим, это Гефсиманская молитва. Они вышли из города Иерусалим, пошли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: посидите здесь, пока я помолюсь.
взял с собой опять 3, Петра, Иакова и Иоанна, и начал молиться. Он молился: душа моя скорбит смертельно, и он говорил: Авва, Отче, все возможно тебе, поднеси чашу сию мимо нея, но ничего я хочу, но чего ты. Вот его молитва. Он знал, что его ожидает. Он много раз предсказывал, что ему надлежит пострадать. И он, как человек, не хотел того, что с ним произойдет. Что его будут избивать, над ним будут издеваться, его будут бить бичом, точнее, плетью его будет бить, потом он еще избитый, получивший уже одно наказание, понесет на себе тяжелый крест, сам не сможет его донести. Взрослый мужчина, 33-летний, плотник, который всю жизнь был плотником по профессии своего приемного отца. До 30 лет он был плотником, здоровый, сильный мужчина. Он будет так избит, что он не сможет донести этот крест. Другие разбойники донесли, а он уже получил полное наказание. Вместо него понесет Симон из Кириней. Он все это знал. И он молился: Боже, если угодно, принеси чашу меня, но не моя воля будет твоя. И здесь Христос дал пример. Он знал, что это будет страшно, что это будет больно, но он через это прошел. Приходит, находит учеников спящими, говорит: неужели вы не могли бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Потом они, конечно, впали в искушение, и когда явились те, чтобы его арестовывать, когда явились, там пришли слуги первосвященников, храмовая стража и Иуда Искариот, который придает его при помощи поцелуя. Поцелуй – это традиционная форма приветствия. Он сказал, Иуда сказал: кого я поцелую, тот и есть. Да, поцелуй Иуда образ. Сказано, что Иуда подошел к нему и сказал: раввин, то есть учитель, и поцеловал его. И они возложили на него руки. Ученики, будучи как бы не готовые, обескураженные, попытались сначала защитить учителя своего. Петр схватил меч, бросился защищать. Там одному слуге отрубил ухо мечом. Вот. Но Иисус его остановил. Я сказал: всякий, взявший меч, от меча и погибнет. И подошел и исцелил этого слугу. Имя же слуге было Малх. Это описано в Евангелии от Иоанна. И все видели это чудо, что человек был только что без уха, и тут же было этого человека исцелен. Тем не менее, они его арестовали, они его повели. Итак, его взяли под стражу. В иллюстрации разных видим, даже вон рыцарь есть на той первой иллюстрации. Здесь какие-то кольчуги, хотя наверное, больше похоже на стражу того времени, хотя вряд ли у них были так кольчуги, у них были. Но не суть. Итак, его взяли под стражу, и первосвященники искали лжесвидетельство против Иисуса. То есть должно было быть какое-то обвинение, за что его можно было наказать. И они говорили: вот он говорил, могу разрушить храм Божий и в 3 дня создать его. Но Иисус молчал. И они не могли найти ни одного свидетеля, который дали бы против него показания. И в конце концов первосвященник сказал: заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему: ты сказал. Сказываю вам, что ныне увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку силы и грядущего на облаках небесных. Вот это вот ответ его: ты сказал. Это вежливая форма утверждения. Да, я Сын Божий. По трактовке иудеев, по трактовке первосвященников, это было богохульство, потому что был только один Бог. Человек, называющий себя Сыном Божиим, делал себя равным Богу. Об этом можно найти в Евангелии от Иоанна. То есть часто иудеи пытались его за это побить камнями. И вот за это он и обвиняем, что он себя называет Сыном Божиим, делая себя равным Богу. Дальше они повели перед Пилатом, потому что официальной властью в Иерусалиме были римляне.
И сказано, что в Евангелии от Матфея, 27 глава, жена говорила Пилату: «Не делай ничего праведнику, потому что я ныне во сне пострадал за него». Вот, и тогда Пилат решился его спасти, потому что был такой обычай, что на праздник Пасхи, определялся праздник Пасхи, отпускали одного узника. И он думал найти его, потому что он знал, как сказано в Евангелиях, что его предали из зависти, что он реально преступником не был. И он говорил: давайте я отпущу вам Варавву. Но они нашли людей, которые кричали: да будет распят. Пилат спрашивал, какое же зло он сделал, но они сильнее кричали: да будет распят. И он видит, что смятение увеличивается, он либо испугался, либо решил не вмешиваться, но взял воды и умыл руки. Вот еще один образ из Евангелия – умыть руки. Это был еврейский обычай. Говорит: не виновен я в крови праведника, сего смотрите вы. В Евангелии от Марка говорится о том, что... Или нет, в Евангелии от Луки 23 глава говорится о том, что Пилат, не желая брать на себя ответственность, отправляет его к царю Ироду. Ирод, желая давно его видеть, желая видеть чудеса, обрадовался. Но опять же, Иисус ему никаких чудес не показал. И все это было, то есть пока его вели к Ироду, над ним издевались. В конце концов, Пилат, желая спасти, говорит: сейчас я накажу его, потом отпущу. И вот его били плетьми. Дали ему 40 ударов. Это огромнейшее наказание. То есть вся спина у него была иссечена. Но народ, который был подговорили первосвященники, требовал его смерти, его уже получившего одно наказание, возложили на него крест и повели на Голгофу. Кто знает, что такое Голгофа? Гора. Это гора. Голгофа — это по-еврейски называется лобное место. Гора около Иерусалима, где происходили казни. Кроме него там распяли еще 2 преступников. Обычно, значит, здесь нет изображения, обычно показывают еще вообще 3 креста. Так вот, в одном Евангелии говорится, что оба злодея его злословили, как и толпа, потому что толпа кричала: если ты Сын Божий, то сойди со креста, мы в тебя уверуем. Потом один из разбойников одумался. В Евангелии от Луки, 23 главе, 26 стиха говорится, точнее, 40 стиха говорится: он унимал другого разбойника: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден тоже? Мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим гнили, а он ничего худого не сделал. И потом разбойник, вот еще один образ, который вошел в мировую культуру, разбойник на кресте, праведный разбойник. Звали его Дисмос. Второе предание звали Кестас. Так вот, он говорит: помяни меня, Господи, в царстве Твоем. Иисус говорит: истинно же говорю тебе, будешь со мной ныне в раю. Вот пример того, как разбойник спасся по вере. Вот это изображение, оно очень интересно тем, что оно очень символично. То видите, внизу череп с костями. Сказано, что страдание, смерть Христа, через это он победил смерть. И здесь на кресте видите надпись: Иисус Назарянин, царь иудейский. Следующее событие, которое хочу говорить, это воскресенье. В первый день недели вечером, точнее, туда пришел, секундочку. Вот. Итак, первые, кто его увидел, это женщины: Мария Магдалина и Мария Яковлевна. Пошли его, чтобы помазать ароматами. То есть там была другая погребальная культура. Погребали обычно в пещах, то есть гробов не делали, не закапывали. И вот помазывали благовониями.
Они пришли, чтобы этот обряд выполнить. Не сделали это сразу, потому что его распятого сняли с креста, положили в гроб. И приходят и думали, а кто же нам камень от гроба отвалит, потому что эти камни, то есть они закрывались камнями, чтобы там не было, хищные звери не растащили тела. И вот, приходит, видит, что камень отвален, а там юноша сидит, облаченный, одетый, то есть в белую одежду. И они испугались. И он сказал, не ужасайтесь. Вы ищете Иисуса Назарянина. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Идите, скажите ученикам его Петру, что он вас встретит в Галилее. Там его увидите. Вот, а их объял ужас и трепет. Тут что интересно. Первыми свидетелями здесь выступают женщины. Роль женщины вообще в первом веке была отличная от роли женщин сейчас. Они не имели тех же прав. Они не считались свидетелями в суде, достоверными. Но здесь интересно то, что евангелисты показывают, что женщины были первыми. И это показывает, что первая церковь устанавливает новый статус женщины, отлично от того, что было, скажем, в древнем мире. Кроме того, тут в Евангелии от Иоанна есть история того, как Петр и другой ученик побежали тоже к гробу, и вот увидели, что там гроб пустой. И вот Мария еще осталась у гроба, плакала, и видела двух ангелов. В общем, вначале они видели, что ангелам говорили радостную весть, что Иисус воскрес. А потом Мария является сам Христос. И, наконец, явление Христа апостолом. Иисус много говорил о своей смерти, о своих страданиях. Но ученики либо боялись ему поверить, либо не понимали смысла этих страданий. Они думали, ну как же он, уважаемый учитель, такой пророк, что с ним плохого может случиться? Он столько чудес творил, что с ним может случиться? И вот случается. Почему, когда его, если мы вернемся немножко назад, вернемся сюда, то ученики здесь разбежались все из страха. Еще есть такой момент, который здесь я забыл вставить, это отречение Петра. Только один ученик последовал за солдатами, которые пленили Христа. Это был Петр. То ли он пытался еще о том, как его спасти, то ли он боялся с ним расстаться, все другие разбежались. И вот он входит во двор, где его охраняли, ему говорят, он тоже был вместе с ними, давайте его. Он говорит, нет, я его не знаю. И 3 раза он отрекался от того, что знает Христа. И когда 3 раз отрекся, то он горько заплакал, потому что он вспомнил, что Иисус предсказал ему, что отречешься. Когда Иисус ему это предсказал, то он говорит, да как же, я тебя так люблю, как я от тебя отрекусь? Нет. Но вот обстоятельства, он пытался то ли освободить его, то ли боялся с ним остаться, но он, пытаясь остаться рядом со Христом, или пытаясь найти способ его освободить, своего любимого учителя, он отрекся от него, и он горько плакал после этого. Все его оставили, потому что они не могли себе представить, зачем и почему такое могло произойти, что их любимого учителя арестовали, а потом предали смерти. Причем смерти позорной. Так только злодеев погребали. И вот Иисус воскресший является ученикам и объясняет, почему он пострадал. Что так нужно было. Смысл христианского послания в том, что Христос понес на себе грехи человечества. И когда он посылал учеников, он сказал, что всякий, кто уверует в меня, тому простятся грехи. Например, цитирует Евангелие от Матфея, 28 главу. Говорит, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я вам повелел. Я с вами во все дни до скончания века. Евангелие от Марка. Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Он, воскресший, явился и объяснил, почему
Он пришел, почему он пострадал и почему он воскрес. И вот эта иллюстрация показывает Фому по прозвищу Близнец, который не видел первое явление Христа. И говорит, да вы ошиблись, это не Христос был. Пока, говорит, не увижу ран на руках его и на ногах, не поверю. И вот Иисус является раз ради этого апостола Фомы. Говорит, вот посмотри, вложи свои пальцы в мои раны. Удостоверься, что это я. На что Фома ему отвечает, Господь мой и Бог мой. И, наконец, последнее событие – это Вознесение. Сказано, вывел он их из города, подняв руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал отдаляться от них, возноситься на небо. Они же поклонились ему, возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Вот это уже другая история, это уже история рождения церкви. Вот такая вот евангельская история. У вас есть вопросы? У вас есть вопросы? Итак, еще раз повторюсь, что Евангелие содержит очень много примеров, нравственных примеров. Не только для тех, кто воцерковлен. И тем, кто воцерковлен, им, конечно, нужно читать Евангелие. Но даже для тех, кто не воцерковлен, здесь очень много нравственных примеров, очень много уроков, которые можно отсюда извлечь. И поэтому сегодня наше практическое задание будет, мы с вами исследуем одну притчу. Так, сейчас секундочку я покажу, еще для записи. Вот список притч, которые вам нужно будет дома прочесть. Все видно? Хорошо видно? Так, список притч. Задание. Выбрать 2 притчи, которые вам импонируют, и указать тот нравственный урок, который вы можете преподать, используя эти притчи как иллюстрации. Задание до пятницы. Да, тут вообще тут есть 18 притч. Я вот сейчас немножко пролистну, потому что чтобы я так покрупнее сделал, чтобы всем было видно. Как раз. Ой, нет. Вот так вот. Вот еще притча. Тут даны ссылки. МФ это Евангелие от Матфея, МК Евангелие от Марка, ЛК Евангелие от Луки. Прошу ознакомиться с этими притчами и выбрать те притчи, которые вам понравятся и на основе которых вы могли бы преподать какой-то нравственный урок для ваших детей. Это надо записать там или вы там дадите? Я вам это раздам все. А это я показываю тем, кто нас слушает по трансляции. Ну, это сегодня трансляция завершается.